зале бокса, носящем имя прославленного спортсмена, кипит работа. Под чутким руководством опытных тренеров здесь проходят регулярные тренировки. Наставники, сами в прошлом мастера ринга, делятся с воспитанниками секретами мастерства, оттачивая технику и бойцовский характер. Каждая тренировка – это шаг к новым победам и продолжению славных традиций легенды, чье имя носит зал. Второй номер делает оттяжку. Право прямой, левый боковой добавляет. Двигаемся. Оттяжка ММ. Уходим. Еще больше. Так, понятно все? Приготовились? Разрешите по залу полностью. Под руководством главного тренера здесь регулярно тренируется около 120 человек самых разных возрастов, от самых юных воспитанников до взрослых спортсменов. Справиться с таким большим и разнородным коллективом помогает слаженная работа целой команды наставников. Тренерский штаб состоит из 5 специалистов, каждый из которых отвечает за свое направление. Мы тренера вместе работаем, у нас нет там ученик твой, мой, просто мы разделили группы, часы, время, чтобы одновременно 100 чем-то человек сюда не помещается, в районе там 40 человек. Для нас бокс – это не просто спорт, это дисциплина, характер и большая семья, отмечает главный тренер Республики Ингушетия Абу Дарсигов. Очень важно, что люди разных поколений вместе работают над собой, поддерживая друг друга, а сильный тренерский состав позволяет уделить внимание каждому. Поэтому у нас тренируют Гильхан Мальсагов, я, Погожа Магомед, Таркоев Ибрагим и Ахмед Кариев. Мы вместе, Ахмед Ауш, мы вместе распределили группу, и вот я, Магомед и Гильхан, мы вместе работаем в одной группе с 17 до 19, остальные ребята там разделили себе время. За всю свою многолетнюю тренерскую карьеру эти специалисты воспитали немало талантливых спортсменов, которые достигли больших результатов на самых престижных соревнованиях. Ну, в этом зале были раньше хорошие ребята, они уже тренерами стали, тот уехал учиться. На сегодняшний день тут есть победитель СКФО, ребята, которые были призером России, победитель Кубка России, призер Кубка России, финалист Кубка России, Накастой, Ислам Джанхотов, Альберт, Сичоев, Абу Муслим. Вот эти ребята у нас на сегодняшний день в зале. Также есть еще молодежь, 13-14 года, которые они на республику выступают, делают хорошие результаты. В данный момент Цичоев готовится на отборочное первенство России. Это переходная Россия, как бы Кубок России. Он выиграл сейчас недавно всероссийские соревнования «Спартак», провел 4 боя. Все бои были очень серьезными, 2 боя досрочно. И также мы еще готовим на сегодняшний день, в ноябре должен быть бой у Таркоева Ибрагима, нашего профессионального боксера, тоже нашего зала. В данный момент он здесь. Тренировки проходят в режиме максимальной нагрузки. Боксеры отрабатывают тактику, наращивают функциональную готовность и шлифуют технику в спаррингах. Тренеры и менеджеры заключают последние сделки, определяя место и время долгожданных противостояний. Левый боковой ножок. Накостой. Правый прямой, левый боковой. Ножок отсюда середину, любая середина. Правильно, подтягивай. До конца. То есть выбежит комбинацию. Уклон ножок, серию, любой серию. Что любимые комбинации. Излюбленную комбинацию шаг. Вернули руки. Ставить попа, давай.
Спортивная индустрия сегодня предлагает огромное количество вариантов для физического развития, что, по мнению специалистов, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Главный тренер по боксу Абудар Сигов отметил, что в последнее время заметил интересную тенденцию. Раньше, естественно, ребята побольше приходили в зал, участвовали в таких серьезных видах спорта, на соревнованиях. Но на данный момент, я не знаю, может, повлияли телефоны, еще что-то, интернет. И многие ребята сейчас отвлекаются, не тренируются, сидят дома. Просто элементарно, можно сказать, погибают, сидя дома, не тренируясь. Естественно, сейчас количество детей уменьшилось, потому что так еще добавились определенные виды спорта, разные виды спорта, которые раньше не было. Естественно, в республике было раньше только 3 вида спорта, борьба, дзюдо, а сейчас очень много разных видов спорта. Ребята разошлись. Может, из-за этого уменьшились наши количество ребят в зале, но в нашем зале их слишком много, приходится даже убирать. Опытный наставник, возглавляющий сборную республики по боксу и воспитавший не одно поколение чемпионов, поделился своим видением того, какими качествами должен обладать каждый тренер. Ну, тренерская работа – это, можно сказать, воспитание в первую очередь. Дисциплина, характер. Тренер – это второй отец для ребенка. Естественно, тренер он более внимательно слушает, но есть по части спорта. Да? Тренер должен делать, в первую очередь, ребенок должен воспитываться дисциплинированным характером, чтобы у него во время ринга были все координации, двигаться, чтобы, естественно, в первую очередь, я подчеркнул бы, это воспитание ребенка как мужчины. Для этих ребят не важны зеркальные стены и кондиционеры. Важны лишь тренер, который верит в них, и сила воли, которая заставляет их каждый день приходить сюда и становиться лучше. Этот зал доказывает, чтобы добиться успеха, нужны не идеальные условия, а горящее сердце и железная дисциплина. В начале сложности, еще лет 10 назад, у нас были с помещением. В этом помещении у нас нет спортзала, как у всех фолка. Естественно, даже я и радуюсь, что у нас есть вот этот зал, потому что мы его, естественно, своими руками построили, помогли с села люди. Но он был в таком среднем виде. Сейчас его хорошо доделал Аллах, Алихан Тунгоев. Он очень много сюда вложил сил, сам приезжал, сам контролировал. Вот это вся работа обшитая полностью, это его работа. Бокс показал мне, насколько важен спорт в жизни. Он воспитывает характер. Когда ты в ринге, ты понимаешь, что все зависит только от тебя. Это ответственность и готовность идти до конца, затем помогают и в обычной жизни, рассказал Абудар Сигов. В селе бокс в первую очередь нужен. Ребята должны тренироваться, быть здоровыми, потому что чтобы они здесь не ходили на улице, шастались, не хулиганили. А сам по себе вид бокса, я боксер, я тренировался в Москве, ЦСКА, Гирихан боксер. Основные тут тренерскую работу могли вести только мы, поэтому мы взяли за этот вид спорта именно то, что мы занимались боксом. Вот уже несколько лет в зале имени Ислама Тимурзиева кипит жизнь. Но что особенно ценно, здесь собираются не только местные ребята, но и те, кто приезжает из отдаленных городов и сел. Для многих из них дорога на тренировку занимает не 1 час. Несмотря на расстояние, они регулярно приезжают, чтобы заниматься любимым делом вместе с новыми друзьями. Так спортивный зал становится не просто местом для тренировок, а настоящим центром общения, где стираются километры и укрепляется командный дух. К нам в нашем зале мы не можем отказывать. К нам ездят с Назрания, с 105-го массива, с Аль-Юрта ездят, с Сикажева ездят ребята, с Плиева ездят, с Альтиева ездят ребята. Они то на такси, то на автобусы добирают. Понедельник, среда, пятница, общая тренировка, она забита вся полностью. А это та группа, которая вот двигается как бы определенно часы, определенное время, отдельная подготовка. Современный бокс начинает ценить не только грубую силу и чемпионские амбиции, но и осознанный подход к построению карьеры, где комфорт и самореализация стоят на первом месте. Если ребенок в первое время действительно отказывается от определенной задачи во время тренерских подсказок, я лично родителям говорю так: если ребенок будет боксером, он будет боксером. Я вижу определенно за какой-то там месяц. Если я не увижу у него там жилки боксерской, я сразу родителям говорю: отдать его, или пускай он работает усердно в учебе, или направление религиозное, пускай там хаджри еще где-то. Этот зал по праву можно назвать местом силы и триумфа. Его стены помнят многих чемпионов, и сегодня их ряды пополнились новыми именами. Ну, здесь практически все ездят на соревнования. Сейчас недавно на республиках были, в Суворовске, Ставропольский край,
Ставропольский край, Суворовский, Пятигорск, вот эти все места, они ездят маленькие, делаем обкатку. После того, как они начинают уже официально возраста, с 13 лет, то мы уже начинаем на республике, на СКО. Практически все ездят, каждые 2 месяца или 1,5 месяца они участвуют на соревнованиях. На сегодняшний день сборной, даже взять окружной СКФО, то в этом зале в данный момент 3 человека. А так и Таркой у нас по профилю работает, так есть еще ребята, которые попадут, я думаю, в сборную. Очень много хороших, талантливых ребят здесь в зале. Ну, были и побольше, но они разъехались. Кто-то уехал на учебу, кто-то в Москве тренируется, кто-то в Белгороде тренируется. Мы их как бы не потеряли, они тренируются, дальше занимаются боксом. Начинающие спортсмены часто задаются вопросом, в каком возрасте можно разглядеть настоящий талант. На этот вопрос ответил опытный тренер с многолетним стажем, мастер своего дела Абу Дарсигов. Мы в селе не можем отказывать, друг друга все знают, приходят родственники, знакомые, друзья. Мы тут все как бы сплоченно, одна семья мы в этом в селе и в пригородном районе вообще. Мы берем подряд, но желательно, я ставлю возраст, с тренерами мы обсудили, как бы это, что планка меньше 7 лет мы не забираем. Да, потому что когда первый раз мы брали Таркоева элементарно, ему было 7 лет. 7 лет талантливый самородок, он 7 лет уже, 8 лет уже, через год начинает показывать свои таланты. А есть ребята, которые раскрываются чуть позже, но они пашут, и они раскрываются. Поэтому подход должен быть разным, индивидуально каждому. Восходящая звезда ингушского бокса Абу Муслим Цичоев, ученик 9 класса, в свои юные годы уже является грозой на ринге. Несмотря на возраст, он уже носит звание 3-кратного чемпиона Республики Ингушетия, 3-кратного чемпиона СКФО и 3-кратного обладателя Кубка России. Недавно он добавил в свою копилку еще одну весомую победу, став победителем первенства «Спартака» класса А. Эгер халық погору Махмуд уч қалырса, агире хан уч қалырса, майсаю, даси Абу уч қалырса. Да, бол. Алхамдулилlah, там хекас, яхтум болс. Весь этот впечатляющий путь спортсмен проходит под руководством опытных тренеров, уже 8-й год, ежедневно оттачивая мастерство на тренировках. Как и у любого великого бойца, у него есть свои кумиры в боксе, мастерству которых он стремится подражать. Али Измайлов, Цинвиз Чохос Хесту, Холлифилд, Мухаммад Али Царь Шпицпорт, ведение боя Хесту. Молодой и амбициозный боксер из Ингушетии Ислам Накастоев продолжает собирать впечатляющую коллекцию наград. На счету спортсмена уже десятки турниров различного уровня, в которых он неизменно демонстрирует блестящую технику и волю к победе. Спорт после этого жертву суммат, они было чем на после спорт. Бокс. Подсыгвичи заниматься. Вот, самоват. Согласен. Вечерики. Б. Спорт самоалиха, фуал, вечеры, фуяхты, мелдагама улица. Дела дагама бизнес бутса, масхан, Португал же результат был еще. Ахи геосу, масхан. Да, о. Соревнования же. Выезды же потихоньку. Какой был этот цикл? Хам ног ютгерада, и он Да, Кармади дороги. Хамдатсан. В следующий раз Ахига, Португал. Его титулы говорят сами за себя. Он является 3-кратным чемпионом Республики Ингушетия, призером Кубка России и победителем первенства Северокавказского федерального округа. Кроме того, боксер успешно проходил отбор на первенство страны и становился победителем множества других престижных турниров. Юный боксер Адамбек Мурзиев продолжает доказывать, что главное в спорте не отсутствие падения, а умение подниматься. Несмотря на все трудности и испытания, с которыми ему пришлось столкнуться на ринге, спортсмен демонстрирует железный характер. Каждое падение становилось для него новой мотивацией, а не поводом сдаться. Бокс спорт тренер давай Султан Ахига, Ауш Ахмада, Дарсига Абун. Мальчак Гирхана по гору Махмуда. Последний соревнование Мишахану. Все, Дамбайхану. Мастер Сватал. Шинсак Затал. Хару Шишсаги Сватуи, Варчи Вари. И боя. Шола бой еще. Там еще.
Кезик. Лақа орыс кезик сол. Сколлака хлара иша. Ишер. Акадик я хигар лави кортал эхто бариат сол. Бор. Бор. Я хай дикик ахигаш тах юхлак фио. Отого дал энден иш буас. Кас дагвох ман зух. Ох. Ну колем дагви. Хо. Охо. Кахамиш лахава, даш лахави. Хава. Спорт измодилати, юхмодиатлати. Хава. Вопреки распространенному мнению о групповых тренировках, подготовка спортсменов высшего эшелона строится строго индивидуально. Да, был сейчас индивидуально был. Дополнительное время, там утром, вечером ездим на тренажерный зал. Так, бегаю, по-разному. Отсюда лето было раз. Пахать, физподготовка, функционалки был. Ауль, вези. Ауль, передний. Собрано, подними. Здесь. Лево. Оп. Лево, право. Ногу подноси. Раз, два, раз. И за боковой. Рог. И сбоку еще. Еще раз. Собрано, чище, во. Подающий большие надежды ингушский боксер Ибрагим Таркоев демонстрирует блестящую спортивную форму. В течение последних 12 месяцев спортсмен, являющийся членом национальной сборной, провел 6 профессиональных поединков и во всех одержал уверенную победу. В любом случае, лучше. Аллаху не знаю. Такой впечатляющий результат не остался незамеченным. Спортсмен становится настоящим образцом для подражания для подрастающего поколения, доказывая, что упорный труд, дисциплина и целеустремленность ведут к высоким достижениям. В любом случае, ищешь хаях, ищешь шакамат, так, ищешь чултеха, Аллаху диа хантасяна, ошибки исправить те, да, как их дичь накатится. 6 боев, 6 побед. Это отличный результат, но останавливаться на достигнутом нельзя. Впереди у меня большие планы, и я настроен на участие в новых, еще более серьезных соревнованиях, поделился Таркоев. Да, Ханс, да конца года, еще профессиональный бой, и негатив жестко, дал Англию, скорее всего, в конце ноября и в декабре. За 1,5-2 месяца подготовка перед профессиональным боем. Банция подготовка хорош. Се бянек, се чек бяка, нек хуже. Уже уверен, датвал. Дина месец кахига. Да, им се мя шутно. Ирин сарахига. Да. И والله هم نبيتي يخش اشتيك يوتيوب. Да, цац хом коле, даже там это ждите. Да, стабильный как где шо, воскресенье целогодное, да. Служба в МЧС требует силы духа и отличной физической формы. Подполковник МЧС Руслан Боков – яркий тому пример. Всю жизнь он тесно связан со спортом, который для него не просто увлечение, а часть жизненной философии. Сам он с юности занимался разными видами спорта, и теперь его сыновья пошли по стопам отца, добиваясь успеха в спортивных секциях. Но тренировки для семьи Боковых – это не только спортзал. Даже дома в свободное время подполковник находит возможность позаниматься с детьми. Да, основном дзюдо, кикбокс, рукопашный бой. Кахигат, так, дизелхо, занг божден цалги, халхер. Занг божден, ну, цаял божден дяжден цанен. Хашман паз уз, когень уз, уз бокс ухожу, уже приял шудян, борьба ухса. Богатырь уже был майский, шалавар. Це получан, це юа за тренировок. Или тренировок юа, бег, юа, лапаш, бог, дополнительно.
А озадик тренер бывает. Когда график ребенка заполнен тренировками, у него просто не остается времени на дурные мысли, уверен Руслан. Спорт дисциплинирует, воспитывает характер и учит ставить цели. Это лучшая профилактика всего негативного. Бусумсака тизик шива заниматься халвиз анхетсус усе ламбыз мар халдиз спорт халдиз дарик халдиз анхетс уза хугуш что воспитание ми уже спорт уже бережь как утса ханзлат же за махат каста ежи спорт ханялш школы шибякаш шей хамер ламбыздыр тизик шей амбиж урок амбери стахтын урок штабох чубох Чебяка, Джошеламыз, ужин, ну, обучимяка, хахулц, ханз, хадайелч, ежи, телемож, бари, хашлилмяк, амхулц, бански, спорт, ежи, анхетсун, златжи, хан, это каста. Этот спортивный зал, носящий имя прославленного российского боксера Ислама Тимурзиева, остается местом, где хранят память о чемпионе. Тренеры признаются, что горды тем, что их зал носит имя не только великого спортсмена, но и, что не менее важно, хорошего человека, который является для них примером. Зал носит имя боксера, в чьей копилке победы на юниорских первенствах России и Европы, титул чемпиона России, Кубок мира, звание чемпиона Европы и участие в Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В 2008 ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Ислам Тимурзиев был, можно сказать, легендой нашего республики, нашего вида спорта. Я его неоднократно знаю, когда я несколько раз с ним, моменты были, когда я был на сборах, они приезжали в Москву, в Кисловодск, мы как-то встречались. Он очень взрывной был боксер. Ислам Тимурзиев, когда он не то, что примером является для всей республики, для спортсменов, для любых видов спорта. Ислам Тимурзиев это простой парень, можно сказать, который сам своими силами, со своим тренером дошел до такого бешеного результата на сегодняшний день. Ислам Тимурзиев, когда он тренировался, это момент скажу для ребят, насколько человек был настроен одержать на ринге такие яркие победы. Ислам Тимурзиев, когда он был в сборной, были моменты, когда пробежка была 100-метровка, указание, задание сборной России. Когда 100-метровку побежали, там 48, 50, 52, 54 килограмма, веса маленькие, они должны были стартануть. Ислам Тимурзиев со своим весом 100 с лишним килограммом первый доходил эти 100-метровки. То есть взрывнее, скоростнее его не было. Он не то, что был, сам он был хорошим человеком, вообще сам добрейшая душа была. Я хочу просто сказать пример для ребят. Он был простым парнем с таким весом, но он делал даже элементарно во время тренировочного процесса. Главные тренера России сборной отмечали его взрывную силу. Просто удивительно в шоке были, потому что человек мог с таким весом одолеть 50 килограмм. Они тоже являются победителями Европы, России, те веса, которые ребята были. В ходе разговора Абу Дарсигов подчеркнул ключевую роль спорта в развитии подрастающего поколения. По его словам, спорт не только укрепляет здоровье, но и является мощным инструментом воспитания. Ну смотрите, как это не важно. Если ребята сегодня не будет даже элементарно после тренировки, еще дополнительной тренировки, там, или утром, вечером, когда идет подготовка даже, я скажу, чем они там будут на улице шататься, валяться, каждый вторым семечки грызть, встречаться, когда ребята, 3-4 человека собираются, у них есть свободное время, им в голову приходит всякая ерунда. Подходит человек, который не тренируется, ничем не занимается. Один человек в селе, который себя ведет неправильно, он может испортить всех. И этот человек, если он стремится всегда дружить, чтобы себя снять вину, с хорошими спортсменами, которые люди уважают, таких ребят с серьезной семьи, дисциплинированной семьи, скажем. И вот они портят эти моменты. Поэтому ребятам лучше не должно быть время свободное, чтобы они этим занимались. И практически надо стараться в зал. Если нет тренировки, пускай утром идет пробежку делать. Если нет времени пробежку сделать, пускай займется, там, я не знаю, почитает книгу, Коран прочитает. Лишний раз ходит в мечеть, намаз делает, еще что-то. Ну, чтобы времени на улице гулять у него не было. Спорт, она сокращает эти моменты, которые ты можешь иметь свободное время, так как спорт сам по себе, после хорошей нагрузки, хорошей тренировки, в голове у тебя одно, ты пошел в школу, после школы ты идешь в тренировку, и если тренер даст хорошую тренировку, он идет домой, кушает и вырубается, даже уроки делать сил нету. Естественно, у него не будет свободного времени.
Пусть ваша работа в зале, стратегический ум и железная дисциплина приведут к самым высоким результатам. Желаем боксерам уверенных побед на ринге, а их наставникам гордости за своих учеников.